Ну, бо ми всі задавались питанням, якби є столиця Київ. А чому столиця є ще Москва? Це був такий дисонанс, чи когнитивний, як ми кажемо зараз, дисонанс. Якесь таке неспівпадіння. Тобто, начебто є Україна, і начебто її немає. Начебто ми є формальні якісь ознаки, і начебто тебе не толерують на вулиці, бо всі дома говорять українською. Всі дома говорять українською, а на вулиці ти мусиш говорити... Слушай, вообще вот расскажи мне это ощущение. Вот мне интересно. Действительно, да, ты живешь среди своих, там, мама, папа, бабушки, дедушки, говорят украинскую мову. И такой ребенок, который понимает, что это естественно, нормальный. И вдруг я просто вспоминаю себя, просто даже то, что мое имя было другое, Да. тебе уже вот так пальцем, эй, татарский вы, слезь с дерева у меня под окном. Это говорили люди абсолютно просто, которые слышали только имя. А ты в своей стране выходишь на улицу, в своем городе, да, и тебе говорят, смеются, что ты говоришь как нормальный. Когут, меня называли Когутом, Рагулем, Жлобом. Да. Ты коренного киянина. Да. То есть, ну, без всяких даже, зазрений совести, так сказать. Слушай, мне кажется, вот ты настолько должен быть сейчас счастлив, у тебя очень прекрасные дети, и вот что они этого не терпят. Ты знаешь, на самом деле это очень важно, потому что вот моя мечта такая, что когда Крым вернется в Украину, и там будет крымско-татарская национально-территориальная автономия, главное, на самом деле, даже не законы, не вот ничего. Главное, на мой взгляд, это флаг, гимн и достоинство. Потому что символизм здесь такой. Я не хочу, чтобы к любому крымскому мальчику или девочке хоть какой-нибудь жлоб подошел и сказал слова аналогичные. Уезжайте в свой Узбекистан, ты черная, у тебя смешное имя и так далее, и так далее. Вот это важнее всего. И я думаю, что вот ты сейчас вспоминаешь свое детство и детство твоих детей, это настолько вот просто компенсация того, то есть я тебе по-настоящему, по-хорошему завидую, что вот почти все украинцы, ну, кроме живущих в оккупированных территориях, они получили эту компенсацию. Люди украиномовные, украиноцентричные, они все-таки вы дожили до того момента, когда когда можно считать людей вот этих быдловатых маргиналами уже. Наоборот, все перевернулось.